Традиционное лоскутное шитье, национальная одежда, изделия, изготовленные из конского волоса, мебель и многое другое. Все это радовало посетителей республиканской выставки ярмарки «Доступная среда». Особенность этой выставки в том, что все эти работы выполнены руками людей с ограниченными возможностями. Организатором выставки является Департамент занятости населения республики, который в этом году проводит ярмарку в рамках Года предпринимательства и программы «Доступная среда». Главная цель мероприятия – привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья в сферу предпринимательства, организации собственного дела, поддержка малого и среднего бизнеса. Участвуют, из 8 улусов и города Якутска. Изделия выставлены, национальная одежда, изделия из конского волоса, вышивка. И также национальные украшения. Принимает участие около 60 человек. Люди активно участвуют. Мне кажется, нет такого разграничения. Инвалид он или здоровый человек. Они все от всей души делают эти свои изделия, приезжают показать свои мастерство. Бостол рахана өйдіге бағытаба. Бостол шырия қатың панерата, қалың тоғыстақ. Онна бұл олаппастар 5 масты. Сағыттар лалла, балықсыттар лалла, шырастатчылар лалла. Бияға туағы шуе, жоңғы шуе оңыға бұд. Онда бейбітіге тәкілияп қатшыта болады. Участники выставки признаются, что создают свою работу не сколько для продажи, а ради удовольствия. И те работы, которые они создали своими руками, приносят радость не только им, но и другим людям. Например, детям из детских садов и реабилитационных центров. С этими игрушками дети очень хорошо играют. И вот эти такие тоже игрушки, которые дети играют себе, массажируют свои ручки. Надежда Афанасьевна уже более 40 лет занимается вязанием. Ее работы не сходят с пьедестала конкурсов модельеров, как «Сагарга», «Красная нить» и другие. Она вяжет сама и учит этому других в своей студии «Надежда» в селе Бердигистях Горного Улуса. Я занимаюсь с детства вязанием, научилась сама. И сама, как народный мастер, я учу людей вязанию и детей. И привезла свои работы показать, чтобы люди сами такое связали. Мы вяжем с дочкой, она у меня дизайнер, и мы вяжем с ней вдвоем. У меня инвалидность, но я стараюсь это никому не показывать, стараюсь работать и творить. Работы участников выставки отличаются многообразием фактуры и красочностью. Многие из них ждали своего часа не день и не месяц, а несколько лет. Ведь любая работа настоящего мастера – это кропотливый труд. Доступная среда истемин букеттарга соруннум када саатыттар. Вышивканан хайырбар өсө үлелербер бол. Кракый тәттик коханара айбыты. Вышивкан булана жи амастан тугунан мулинянан тигерге үйрәмити. Онто бу кенники булана крестика мол биле мулинянан тигемрамын билеген бисерге көһәрбин ичек колунан әрәбит. Нахайн терехине колобыр агандас бир үлебер ыйыгын курдук барар. Самый улахан үлебер сыл курдук бар бута иче аппар. Победитель республиканской выставки народных мастеров Дмитрий Артемьев из Амгинского района на протяжении 2,5 лет готовил свою работу, олицетворяющую дух хозяина природы и покровителя охотников в якутской мифологии Баяная. С детства я люблю природу, рисую и начал вырезать лет 2 назад и закончил сейчас. Сначала я сделал, потом начал вырезать этот центр, потом все остальное сделал. Композиция из дерева называется «Баяная алгага», на тему «Баяная». В центре сам Баянай, форма, и 9 зверей тут: медведь, лось, рысь, глухарь. Материал в основном из березы. Каждый лепесточек вырезается, на каждый кустик где-то 2-3 дня так. Конечно, работа трудоемкая, и смотря как вы чувствуете объем, надо рисовать. Если человек не рисует, то объем не чувствует. Сейчас, в перспективе хочу работать на тему Аланхо. Хочу вырезать то же самое, большую композицию хочу вырезать.
Талантов на этой выставке собралось немало. Сколько сил потрачено, а порой и слез пролито, остается только догадываться. Посетители видят только тонкие работы и только конечный результат. Уникальности, изысканности и неповторимости каждой работы можно было только позавидовать. И это говорит об одном. Люди с ограниченными возможностями, одаренные и творческие личности, которые не зациклены на своей проблеме, а творят во имя добра, искусства и радости окружающих. Надежда Ефимова, Джолустан Трофимов, ЕСИА.